Еще раз назову эти внушительные цифры. 86 стран, 84 субъекта федерации. Это рекордный показатель как по количеству делегаций, так и по количеству участников. Наиболее многочисленные зарубежные делегации, в составе которых было 100 человек, прибыли из Азербайджана, Ирана, Малайзии, Таджикистана, Турции, Узбекистана. Интерес, который вызвал форум, статус, количество гостей, география стран – все это подтверждает, что Россия очень далека от изоляции. Нашу страну с исламскими государствами связывают прочные узы дружбы и глубокого уважения. И дело не только в сотрудничестве в экономических соглашениях. Культура и традиции разных стран на форуме, можно сказать, слились в единый голос. Оказалось, нас очень многое объединяет. И, пожалуй, самое главное – Татарстан вызывает доверие у исламского мира и желание сотрудничать. Let me start by congratulating the Russian leaders, the Rais of the Tatarstan. Мы рады встретить здесь лидеров России и Татарстана, в том числе Раиса Республики. Сама организация на высшем уровне, и наша совместная работа на этом форуме в очередной раз подчеркивает дружбу исламских стран, уважение друг к другу. Я думаю, это новый виток, новая дорога на пути к единству и экономическому, и духовному. Потенциал очень большой, и республика сама развивается очень стремительно, очень интенсивно. Но все видят успехи действительно социально-экономическое развитие Татарстана и Казани тоже. И, конечно, вот сегодня мы уже начали обсуждать вопрос о том, что в следующем году будет саммит еще БРИКС. Это очень серьезно. Не просто в России, Россия будет представителем БРИКС, но именно в Казани. И многие стали спрашивать, а что такое Казань, мы никогда не были. Я говорю, вот приезжайте, увидите, и вам очень понравится. Это будет очень хорошо, приятно и очень полезно. Мы считаем Татарстан очень важным регионом и уверены, республика может стать восточными воротами Российской Федерации для входа бизнеса. Безусловно, Татарстан может наладить очень плодотворное сотрудничество с Ираном и стать неким хабом, центром притяжения, через который можно будет заходить на восточную территорию России. Я вижу вот эту любовь и уважение к культуре Татарстана. На стенах портреты ваша символов, ваших писателей, ваших поэзии. В каждом зале есть что-то написано о культуре и истории Татарстана. Очень красивый город, очень приятно людей, ведь у нас очень приятная атмосфера вы создали для участников форума. Слышали о Казани и Татарстане, что это спортивный регион, что вы одна из ведущих республик России. Но приехав сюда, увидели, какая Казань еще и красивая. Ее архитектура, традиции. Чувствуется, что вы неотъемлемая часть всего мусульманского исламского мира. Был форум Россия-Африка. После этого мы видели новое подвижение, и мы понимаем, что на самом деле вот БРИКС, вот все остальное показывает, что мы можем сами решить, кто лучше для нас как партнер и кто более справедливее будет с нами работать. И в этом числе Россия в одной из первых трех, которые называют. И я считаю, что это важно, чтобы мы это продвигали, и это важно, чтобы мы это дали понять с двух сторон. И со стороны России, что Африка вас ждет, и со стороны Африки, что Россия здесь. Благодарна Рустаму Нургалиевичу за ту поддержку, которая оказывается. И у нас с Донбассом уже складываются у Республики Татарстан достаточно теплые отношения. То есть и здесь важны и экономические контакты, опять же, взаимовыгодные между регионами, между субъектами. Я думаю, существует очень серьезная перспектива в плане экономического взаимодействия. Площадка, простым языком, если объясняться, она уйму времени экономит всем главам регионов. Это вот, чтобы со всеми встретиться, это надо полгода только объезжать весь мир. Понимаете? А тут мы в коротком режиме встречаемся с нужными нам людьми. Тут же производственники, тут же выставили продукцию. Сюда приезжает весь мир, вся планета, весь мусульманский мир собирается у нас дома, в нашем родном Татарстане. И мы, если бы даже захотели объехать те делегации, тех бизнесменов, мы бы потратили на это несколько лет. А они здесь все в одном месте, они видят нашу гостеприимную республику, наш город. И мы здесь с ними проводим каждодневно по 10, 15, 20 встреч. Я работаю в крупном издании о туризме, но это мой первый визит в
Казань. И я хочу сказать, что приятно удивлен, какой у вас замечательный регион. И у меня появилось много работы после того, как я встретил здесь людей, которые так много могут рассказать о Татарстане. Даже если не успею написать все, надеюсь, что продолжу это делать уже на следующем форуме. Обязательно приеду. Я верю, что в дальнейшем мы сможем снять все ограничения, сделать безвизовые посещения. Мы сможем свободно ездить друг к другу, как туристы и не только. Все мы друзья, это мое личное мнение. Мы очень рады, что нас тепло, отрадно приняли. Такие форумы, которые проводят на данный момент, это увеличение коридора север-юг, восток-запад. Это непременно даст импульс, даст рост нашим всем странам для дальнейшего развития. Я счастлива находиться в Казани. Я уже здесь была, посещала Казанский университет. Впечатления самые приятные. Сейчас я рада, что нахожусь на форуме, который объединяет разные исламские страны. И, конечно, приятно представлять здесь Египет. Мне кажется, в Татарстане ислам служит объединяющей силой. Здесь чувствуется душа, здесь люди наслаждаются жизнью.